Дедушка мой герой, ты прошел сквозь огонь, ты не раз умирал, оставаясь лишь чудом живых. Трогательная, задушевная песня под названием «У вечного огня» в исполнении учащихся школы номер 12 имени Федора Белова впервые была услышана во время торжественного возложения цветов памятнику Федору Белову. С первых нот, с первых слов чувствуется ее проникновенность. Мне песня эта очень понравилась. Я скажу кратко, эта песня очень искренняя. Когда первый раз мы ее услышали, она даже доводила до слез, если очень чувствительная. Я, наверное, вспоминаю дедушку, как он воевал, сколько слез люди пролили в войне. Вот. Как вот сейчас, если мы не выиграли войну, наши деды, то нас бы сейчас, наверное, не было бы здесь. Песня далась, не совсем легко так вот. А песня всем очень понравилась, так вызывает такие чувства, такую как трагичность, можно так сказать. Проникновенная песня никого не оставила равнодушным. Слова и музыка передают те чувства детей по отношению к дедам и прадедам, с которыми они не смогли увидеться, познакомиться. Великая Отечественная развела порознь родственные души, но не смогла их разлучить. Автор слов песни «У вечного огня» – учитель русского языка и литературы 12-й школы Гульнара Шарипова. Написала стихотворение в 2005 году. Спустя 10 лет произведение стало песней. Автор мелодии – учитель музыки этой же школы Юлия Марюшина. Песня «У вечного огня», посвященная дедушкам, я думаю, объединяет многих людей в чувствах, в памяти, объединяет поколения. Мы ведь помним подвиг наших дедушек, бабушек, людей, отдавших свои жизни за наше светлое будущее, за мирное небо над головой. Вдохновил меня всероссийская акция «Бессмертный полк», потому что вот эти портреты дедушек, прадедушек в руках взрослых, детей, они вот оживают в этой песне. И вот война ведь затронула каждого человека. Вот в России нет такой семьи, кого бы не затронула война. Поэтому настолько вот слова мне понравились. И вот эта акция, конечно, она меня вдохновила. Песня «У вечного огня», легкая в исполнении, наполненная глубоким смыслом, стала любимой для всех учащихся школы. Вот так память о великом подвиге наших предков нашла отражение в детском творчестве. Моего прадедушку зовут Кириков Ефим Петрович. Он родился 14 апреля 1926 года. В 1942 году пошел на войну. Там он стал офицером, потом его ранили в ногу. Он не любил одевать медали, поэтому на этой фотографии у него только одна медаль. Он как бы не гордился тем, что он вот офицером был на войне. Ну, а я, наоборот, горжусь, у меня гордость за то, что вот мой прадедушка, он был на войне, он прошел ее до конца. Мне Лонцевой Афанасию Петровичу рассказывала его старшая дочь Нина. Она рассказала, что он участвовал в Сталинградской битве 2 раза. Был выбит левый глаз полностью. Был награжден орденом первой степени. Мой дедушка Яков Тихонович Спицын, он был на войне. И я хотела рассказать о случае с войны. Однажды они с другом сидели в окопе. И мой дедушка вышел из окопа по своим делам, и в то время бомба упала в окоп. И когда мой дедушка вернулся в окоп, и от его друга остались только части тела. Было очень страшно, и я понимаю, когда вижу фотки или что-то еще, я понимаю, как было трудно и тяжело. Моего прадедушку зовут Музаен Фатор Ашуевич. Родился в 1922. Пошел в армию в 1939. Получил звание лейтенант. Пошел на фронт в 1941. Был застрелен в грудь. Получил орден Ленина. Нам стало известно то, что он был рядовым стрелком, то, что он пропал без вести, что вот он год прослужил на войне, в 1942 он уже пропал без вести. Он
родился 1916 года. Как его зовут? Пипник Федор Федорович. Печали то, что его сейчас нет рядом со мной. Охота прижаться к нему, потому что он мой прадедушка. Охота быть с ним рядом. Я смотрю на звезду, о тебе вспоминаю, знаю твердо одно, ты для Родины жив. Вот шагает солдат, а клен листья роняет, может, ты к нам идешь, через годы ожив. Дедушка мой герой, ты прошел сквозь огонь, ты не раз умирал, оставаясь лишь чудом живым. Сколько слышал ты залпов, орудий смертельных, сколько ты потерял друзей боевых. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.